Это раньше на созвездии яблоку негде было упасть. Пандемия приучает артистов играть по новым правилам. В таком формате финал фестиваля «Созвездие» еще не проходил ни разу. Сегодня здесь не звучат аплодисменты. Как видите, в зале просто нет зрителей. Да и сами артисты приезжают к своему выступлению в строго назначенное время по графику. На протяжении всех лет, что существует «Созвездие», зональные отборочные туры шли один за другим, и сразу за ними был финал. И только в этом году из-за пандемии был перерыв почти полгода. В 3 районах, где отбор не успели провести до начала карантина, конкурсы организовали лишь недавно на открытом воздухе. Сами артисты признаются, после длительного перерыва выходить на сцену непросто. Все натренировали, опять все пропало, и опять все заново надо было делать. В этом году финальные отборы одновременно пройдут на 2 площадках. Отдельно выступают сольные исполнители и коллективы. Родители поддерживают детей в фойе. Здесь установили плазменный экран. В сам концертный комплекс пройти разрешается не всем. На 10 детей в качестве сопровождающего лишь 1 взрослый. Только что дети вышли со сцены, буря эмоций, конечно, мы стояли, переживали. Состав жюри 20-го фестиваля «Созвездие Йылдызлык», как всегда, звездный. Народная артистка России Зиля Сунгатуллина, хореограф-постановщик Владимир Аносов, режиссер вокальных проектов одного из федеральных каналов и не только. Я очень много лет работаю с этим фестивалем, объездила весь Татарстан, безумно влюблена, естественно, в народ, в певческую культуру и национальную, традиционную, и, естественно, эстрадную, современную. Финальные отборочные туры «Созвездия» будут идти еще 5 дней, а грандиозный гала-концерт пройдет 29 сентября в «Пирамиде». Юлия Гоголева, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.